Альбина, ты сегодня нам пела на азербайджанском, на русском. Я думаю, ты даже можешь спеть на английском, а вот на татарском поешь? Конечно, пою. Вообще привил любовь к татарской песне и музыке мой папа. Он самоучка, играет на тальянке. Мама безумно любит, когда он музыцирует. Такой у нас, когда собирается семья, когда я приезжаю, у нас такое домашнее музицирование. Концерт. Совершенно верно. Такой мини-концерт для семейных. Есть любимые песни у мамы с папой. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях певица, лауреат всероссийских конкурсов Альбина Кармашева. Встречаем аплодисментами. Альбина, здравствуйте! Кристиан Руслан, здравствуйте. Альбина, я сколько с подарков. гостинцем. Это с любовью из Республики Мордовия. Вышивка моей мамы Галины Ивановны. Также Телепередача «Секреты татарской кухни» от Альбины Кармашевой с любовью из Республики Мордовия. Совершенно верно. Так как мы сегодня с вами не готовим десерт, поэтому купила сама. Еще и тортик. Еще и тортик. Даже тут ценник есть, но это ладно, хорошо, спасибо. 8 ноября 2015 года прошел мой творческий вечер. И хотела бы похвастаться своим диском. А также доказательство то, что я выступала на концерте замечательного народного артиста двух республик, Республики Татарстан и Башкортостан, Айдар Галимов. Я организовала его концерт благодаря своим землякам. Я организовала его концерт в оперном театре. В Мордовии? В Мордовии. И выступила на его концерте. Для меня это большая честь. Ну, пользуясь случаем, Айдару Галимову мы тоже передаем привет, кстати, и давно-давно уже ждем гостя, Айдар Келигасбизге. Ну, а сегодня мы с Альбиной будем готовить что? Мы будем готовить драники по-татарски, и также окрошку по-татарски. А как мы будем это делать, узнаете буквально через секунду. Альбина Кармашева, певица, лауреат всероссийских конкурсов. Родилась в селе Аксеново Лямберского района Республики Мордовия. Альбина из многонациональной семьи. Отец татарин, мать русская, бабушка украинка, прабабушка полячка, пела в знаменитом хоре Пятницкого. С раннего детства любила петь, пародировать и выступать перед публикой. После 9 класса поступила в Мордовский республиканский колледж культуры и искусств, который окончила с красным дипломом. А затем с красным дипломом окончила Татарский гуманитарный педагогический университет, класс вокала народного артиста Минголова Гизовича Галеева и осталась в Казани. Преподает гитару в музыкальной школе, делает кавер-версии популярных татарских песен, выступает с концертами, организовывает концерты популярных татарских исполнителей в Мордовии. Итак, с какого блюда мы начнем? Руслан, пока варится мясо, я вижу, что ты поставил мясо. Давай мы с тобой приготовим драники. Все легко и просто. Такой антикризисный вариант. Подожди, неужели у татар есть такое блюдо, как драники? Нет, я бы скорее всего, я скажу, что, наверное, я добавила мясо, потому что национальная кухня татарская, ты, наверное, прекрасно знаешь, что это картошка и мясо. Далеш с мясом, костыбы с картошкой, ну, можно кусочек баранины предложить костыбы и бульончика. Ну, в общем, я добавила сама. Так, драники из чего мне мы мама делаем, готовила расскажи. с детства, но готовила только из картошки. Мы из многодетной семьи, поэтому не было возможности, наверное, делать это с фаршем. Сейчас возможность у нас есть. Мы берем картошечку. Так. Нам нужна терка, если Терочка. тебе не сложно, дай, пожалуйста, терочку. Мы сейчас это все должны натереть. И савот. Так. Салатница формасында. Отлично. Пожалуйста. Отлично. Чесночок, если тебе не сложно. Чесночок тоже есть? Почистить его. чесночок. Хорошо. Да. Я могу натереть картошечку. Я беру терочку. И через мелкую терочку мы это все перетираем. Хорошо. Да. Так, чесночок ты говорил, да я пока могу его что сделать? Мелко-мелко порезать. Можно мелко порезать, Давай. можно через терку. Это не принципиально. Но хочу сказать, что драники, они бывают не только с картошкой. Их можно приготовить мясо с капустой. Ой, это очень вкусно. Просто я об этом очень поздно вспомнила. Вот. Также можно приготовить их с грибами. Безумно вкусно. То есть несколько вариаций драников существует. Это, во-первых, белорусское блюдо. Как я начала уже говорить, я из многонациональной семьи, Катнаш-Вайлядан. Папа у меня татарин из Мордовии. Мама у меня наполовину русская, наполовину украинка. Родилась в Ростовской области, в городе Новошахтинске. Поехала учиться в Мордовский государственный университет, потому что иностранные языки, немецкий язык был именно там. Она хотела стать переводчицей, и она стала переводчицей, работала с немцами на заводе. Вот. И, окончив университет, она попала по распределению
в село Аксеново, в котором я, кстати, и родилась. И жила до 18 лет. Аксеново, оно находится очень близко к Саранску. Я училась в Мордовском республиканском колледже культуры и искусств. Ну, иностранные языки ты вообще с детства знал, получается? Все 4? Да. Украинский, немецкий, русский, татарский? Ну, ты знаешь, всего, наверное, помаленьку. Тяготела я больше к татарскому языку. У нас татарский язык в нашей школе, так как у нас село татарское, Аксеново, Лямберского района, у нас для таких вот из смешанных семей детей татарский язык был факультативом. То есть хочешь, ты ходишь, хочешь, не ходишь. Подожди, в Мордовии, получается, преподают татарский язык? Абсолютно верно, в татарских селах, конечно. Дело в том, что мои сестры, они не ходили на татарский язык, а я пошла, я очень хотела, и причем я получала первые места на республиканских конкурсах татар тілі бойынша, әдәбият бойынша. Как я уже сказала, мама у меня Николаевна русская, Николаевна украинка, бабушка у меня чистокровная украинка, ну, с маминой стороны. Прабабушка моя пела в знаменитом хоре Пятницкого. Она полячка. Также у нас есть и евреи, и черкесы. Ну, это, конечно, в 10-м поколении. Слушай, какая многонациональная у тебя семья. Смесь кровей, да. Так, чесночок у меня готов. 2 картошки у нас остаются, да? Остается. Резервные. Так, добавляем чеснок. Добавляем чеснок, картошку, да, совершенно верно. Мне терочку куда, Руслан? Терочку мне. Что еще у нас остается? Нам остается добавить 2 яйца. Так, пожалуйста. Так, лук я вижу еще. Да, мне надо кое-что отложить. Мы же сделаем 2 варианта. То есть у нас Всё будут драники перемешиваем. с фаршем и без фарша? Нет, драники с фаршем и с фаршем, но в разные вариации, я бы так сказала. Так, мы откладываем. Половину. Ну да, вот столечко откладываем. Откладываем. А теперь мы добавляем с тобой фарш. Половину мы оставляем здесь же. Так. Половину мы добавляем сюда. Так, лук мне резать, и если да, то какой? Красный или белый? Лучше белый, конечно. Лучше белый, да? Лучше белый. Классический. Совершенно верно. Ну, теперь я перемешала картошку с фаршем. Нужно посолить и поперчить. Так, давай. Давай, на Здесь, глаз. Я тебе доверяю. как всегда, что в Мордовии, что в Татарстане, перчим, солим, все на глаз. Все на глаз. Так, и немножко соли. Да, и немножко соли. Потому что, в принципе, Так, у нас ну, будет мы соус еще. готовим, продолжаем разговаривать. Расскажи нам, как тебя все-таки занесло Добавь. в Казань? Значит, в 2003 году, я была на 3-м курсе колледжа культуры и искусств, мы с ансамблем, с татарским, приехали выступать в Казань. Я влюбилась в этот город, я влюбилась в архитектуру, в здания, в достопримечательности, в ландшафты. И решила, что, закончив в 2004 году, я обязательно приеду в Казань. Вот. Конечно, трудности были. Мне дали направление от Всемирного конгресса татар. И я решила поступать в Татарский государственный педагогический университет. И поступила, раскрой сразу секрет. И поступила, конечно, поступала очень тяжело, потому что я в колледже культуры, сами знаете, учение света, а не учение культпросвет. Попала я в вокальный класс гениального, моего любимого наставника, учителя, народного артиста Республики Татарстан Мингола Вагизовича Галеева. Это мой второй отец, потому что как только известный общественный деятель, журналист, известный Ремзиль Валеев познакомил меня с моим наставником Минголом Галеевым, я после этого не расставалась с ним. То есть, как... Перевезла в Мордовию? Нет, конечно, переехала сама. Переехала в Казань. Переехала сама и решила остаться в этом замечательном городе. По сей день мы дружим, и это не просто какая-то творческая дружба, это мой не просто творческий отец, это мой наставник во всем, в любых вопросах абсолютно. Я хочу похвастаться. Мордовский республиканский колледж культуры и искусств я закончила с красным дипломом. Ну и, конечно же, несмотря на то, что мне было очень тяжело поступать в педагогический университет В Казани? в Казани, я его тоже закончила с отличием. Мне кажется, и сегодняшняя наша кулинарная программа закончится с отличием. Как ты думаешь, уверена? Однозначно. Ну и чтобы наша программа сегодня действительно закончилась на отлично, я думаю, самое время сейчас тебе сыграть на одном из инструментов. И пусть это будет не бубен, а гитара. Я взяла гитару по твоей просьбе, исполню один из своих любимых романсов. А ты пока добавь, пожалуйста, лучка вот в эту миску большую. Так, и еще фарш И остался у нас, фарш, да, потому что мы будем делать 2 варианта драников. Но драники у нас сегодня будут не только вкусные, но еще и музыкальные, поэтому начинай. Спасибо. Спою один из своих любимых романсов «Колокольчик в лунном сиянии». В лунном сиянии снег
серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звон, этот звук о любви говорит. Очень душевный был романс, большое тебе спасибо. Но нельзя забывать о нашем блюде. Что у нас? У нас получилось вот здесь вот 3 начиночки. Что еще туда добавляем? Значит, добавь 2 яйца сюда, одно яйцо сюда и одно сюда. И все И перемешать. все перемешать совершенно. Так, сейчас я возьму посуду поудобнее. Ну, пока А мужчина ты работает, Поперчил, посолил. поперчил, посолил. И это тоже надо будет поперчить. Сейчас добавлю. Итак, мужчина работает, девушка поет. Прошу. Спасибо большое. Хотела бы исполнить для вас азербайджанскую песню, но тоже, конечно же, на 3 языках. Gıçamana cincaliniz, gözlerim tezgareniz. Gıçamana cincaliniz, gözlerim tezgareniz. Ay manim cübcalarim, ay manim cübcalarim, ay manim cübcalarim, ay manim cübcalarim, manim гашены cübcalarim. Цып-цып мои цыплятки, цып-цып-цып мои косатки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки. Татарский. Щеп-щеп-щебелярим. Все знаем, певаем. Щеп-щеп-щебелярим. Ем-рем шак, ем-гакларым, минем-леми елакларым. Альбина, большое тебе спасибо еще раз за эти красивые душевные песни, но тем не менее драники у нас практически готовы, вернее, все готово для того, чтобы их пожарить. Ну, Руслан, немаловажная информация для телезрителей. Этот излишний сок и крахмал нужно через ситочку пропустить. Это тот самый состав, куда мы не добавляли фарш. Совершенно верно. Так, давай быстренько это Дай мне, сделаем. пожалуйста, ситечко. Так, пожалуйста, вот. Так мы это делаем. Это мы делаем для чего? Для того, чтобы не слиплись, чтобы это не было кашицей, чтобы при жарке драники получились как котлетки. Так, отлично. Что еще у нас остается добавить к остальным фаршам? Вот видишь, сколько излишней воды и крахмала. И, конечно же, для панировки нам нужна мука. Отлично, пожалуйста. Но мы добавим ее и в наш фарш, нашу составляющую. Перемешать все это нужно. Перемешаем. Ты можешь пока перемешивать. 3 миски мы добавляем, 3 начинки, чтобы уж не слиплось. Вот я могу мешать 2 руками, кстати. Я тоже И при этом никому не мешать. Берем 2 сковородочки, растительное масло. абсолютно верно. Так, с каких начинаем? А мы можем одновременно делать, чтобы этот процесс был гораздо быстрее. Тебе я доверю делать сложные, так как ты у нас настоящий татарин, без всяких помесей. Какие из них сложные? А сложные это с картошечкой, то есть основа картошечка, а в серединочку, как перемещ, кладется мясо. Значит, я тебе показываю первый вариант. Не нужно делать их толстыми, лучше тоненькими, как лепешечка. Чтобы все прожарилось. Да, как лепешечка, да, как оладушка такая, оладушка. И вот такой вот татарский вариант, национальный вариант, так сказать. Можно добавить чай немножечко. И вот полтосына. Серединочку. Серединочку, да. Слушай, а как же его там переворачивать? Или он так и готовится? А переворачиваешь аккуратно, когда он уже прожарится до золотистой корочки. Аккуратненько переворачиваешь, приклеиваешь, можно сказать, вот так вот, да. Вот так вот. Оригинально. Ну, я тоже так Так, считаю. и у нас остается еще одна начиночка. Ну, это все легко и просто. То есть- Давай, попробую я Давай попробуй ты. на эту сковородочку. Да. Я, значит, делаю сложно. Ты делаешь сложное, а я делаю красивое. То есть примерно полсантиметра должна быть толщина, да? Я думаю, да. Сейчас мы вот так с тобой выложим их аккуратненько. И перевернем. И обязательно нужно будет накрыть крышечкой на 5 минуточек. Сейчас мы дожарим драники и увидимся с вами, друзья, после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Драники по-татарски. Картофель натерли на терке, разделили на 2 части и приготовили 2 вида драников. Одну часть смешали с яйцом и мясным фаршем, посолили, поперчили и обжарили с 2 сторон на растительном масле. Другую часть натертого картофеля откинули на сито, добавили яйцо, соль, перец и перемешали. На разогретую сковороду сначала выложили картофельный фарш, разровняли, сверху в серединку добавили мясной фарш. Обжарили также с 2 сторон,
А в конце жарки убавили огонь и подержали 5 минут под крышкой. Подавали драники на листьях салата с чесночно-сметанным соусом. В эфире вновь программа «Секреты татарской кухни» с очаровательной певицей Альбиной Кармышевой. Мы сегодня готовим татарские драники. Спасибо, что пришла. Спасибо. Вот что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Ай. Это, конечно, можно уже есть, но у Альбины есть еще рецепт оригинальной окрошки. Рассказывай. Окрошка по-татарски. Почему по-татарски? Потому что заправляется это не квасом, не кефиром, а заправляется катыком. Отлично. И все знают, что на деревне есть всегда катык, есть всегда сметана. Так, я посмотрю мясо. И, конечно же, баранина. У нас будет два вида мяса. Это баранина и говядина. Давай так, Руслан. Ты у нас мужчина, нарезай мясо. Нужно нарезать очень мелко и квадратиками. Вот. А я нарежу овощи. Я нарежу морковочку, картошечку и яички. У нас есть большая миска? Да-да-да, сейчас, секундочку. Здесь мы все с тобой перемешаем и заправляем мы катыком. Ну и, конечно же, вопрос, откуда рецепт? 6 лет назад от Министерства культуры меня отправили в Казахстан. А летела я через Ташкент. И представительство Татарстана в Ташкенте меня принимали, то есть принимающая сторона. И впервые я попробовала там окрошку по-узбекски. Она также была заправлена катыком и со сметаной, но там было меньше ингредиентов. А там было, во-первых, один вид мяса. Это только баранина. Ты была просто поражена, да? Было очень вкусно. С тех пор я ем только окрошку по-татарски. Молодец. Мы сегодня эту окрошку обязательно попробуем. Так, режь картошечку, у нас яйца. Огурцы тоже у нас идут? Свежие? Одного огурчика достаточно, да. Для тех, кто не любит окрошку, можно сделать как салат, те же ингредиенты и оставить половину, допустим, для салата. И заправить это либо майонезом, либо маслом, оливковым, подсолнечным. Но учитывая, что у нас впереди лето, мне кажется, это блюдо очень актуально, поэтому, друзья, записывайте рецепт. Альбина, ты сегодня нам пела на азербайджанском, на русском. Я думаю, ты даже можешь спеть на английском, а вот на татарском поешь? Конечно, пою. Вообще привил любовь к татарской песне и музыке мой папа. Он самоучка, играет на тальянке. Мама безумно любит, когда он музицирует. Такой у нас, когда собирается семья, когда я приезжаю, у нас такое домашнее музицирование. Концерт. Совершенно верно. Такой мини-концерт для семейных. Есть любимые песни у мамы с папой. Например? Это «Беренче Махабет». Первая любовь. Это «Субуйлап». Это «Анат индемине мэнгелекке». Я всю жизнь думала, что это народное. Мне кажется, можно перечислять бесконечно все песни, которые Альбина поет, когда приезжает домой к родителям, но одну мы все-таки хотим послушать сейчас. Я безумно люблю в папином исполнении замечательную композицию «Анат индемине мэнгелекке». Сделала на эту песню кавер и придумала сама куплет. Кавер — это по-татарски ремиксы. Совершенно верно. Послушаем. Анат инде мине мәңгелеккә йөрәгеңнән алып ташлады. Гафу итмә, мине гафу итмә. Алыштырдым сине башкага. Гафу итмә, мине гафу итмә. Алыштырдым сине башкага. Забудь меня, ты навсегда забудь и вычеркни из сердца своего. Прости меня, любимый мой, прости. Я не твоя, теперь я не твоя. Прости меня, любимый мой, прости. Я не твоя, теперь я не твоя. Все у нас готово для окрошки, мы все мелко порезали. Сейчас мы все это перекладываем, перемешиваем. Немножко солим, наверное, да? Конечно. И самое главное, и перчим. И самое главное, через мгновение мы попробуем и первое блюдо, и блюдо номер 2. Окрошка по-татарски. Отварили мясо, картофель, морковь и яйца. Остудили. Нарезали все ингредиенты мелкими кубиками, посолили, поперчили. Заправили катыком и добавили в каждую тарелку сметану и зелень.
Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Альбина, ты подписался на наш новый канал на YouTube? Конечно, и все мои земляки подписались. Молодец. За это отдельное спасибо, но спасибо за этот стол. Ароматы здесь просто непередаваемые. Что сначала пробуем и как пробуем? Рассказывай. Вот пока ты жарил драники, я приготовила быстренько соус. Вот он. Это домашний майонез, 2 ложечки сметаны, укропчик, все легко и просто, соль по вкусу и перец. Это к нашим татарским драникам? Да, 1 зубчик чеснока. Так, отлично. Что у нас? Я бы сделала по-другому, я бы сделала на каждый. Ага. Так вот. То есть, так как у нас программа называется «Секреты татарской кулинарии», я раскрою небольшой секрет. Мы такие дачники, заядлые дачники с супругом, и мы, как правило, заворачиваем. То есть есть определенный... Совершенно так, руками верно. прям, да? Да, можно руками, конечно. Заворачиваем это. Если листья салата побольше, а можно 2. И Заворачиваем руками это. прям можно кушать? Конечно. Это такой дачный вариант, дачный рецепт. Очень удобно, можно есть даже руками. Бисмиллахир-рахман, давай. Альбина, но блюдо получилось потрясающе вкусным. Мне кажется, его надо готовить не только на даче, но даже дома и для самых VIP любимых гостей. И реально, вот я впервые такой попробовал. Молодец. 5 баллов. Я безумно рада. Но настроение мне поднимает окрошка, который тоже я с удовольствием хочу попробовать. Пожалуйста, сколько КТК надо наливать туда? Какой пропорции? Берем из холодильника, Холодный потому что котлет. это холодный суп. Вот так, чтобы покрыло овощи. Отлично, Для тех, кто отлично. не любит окрошку, я уже сказала, что... Итак, продолжаем представлять, что мы на даче, Подожди, жарко. подожди. Нет еще? Нет, еще нет. Вот так вот, друзья. Ты перемешал? Я перемешал, всё, да. всё хорошо. Ничего не добавляем? Нет, ничего не добавляем. Можно соль по вкусу. Обычно мужчины любят Внимание. соль. Так, подожди. Еще 2 ложечки сметаны сверху и укропчика. Ты Даже потом- без сметаны феерично, вкусно просто. Ну, тебе, наверное, соль там не хватит. потому Нет, что я очень все охотница. хорошо. Подожди. Можно я окрошку? Нормально. Давай. Укроп добавлю. Бигрек, Я попробовал окрошку в 3 вариантах. С катыком сметаны и с катыком сметаны и с укропом. По-моему, получилось довольно-таки хорошо, Руслан. Молодец. Альбина, аплодисменты. Сейчас ты на весь Татарстан и на всю Мордовию прославилась как не только прекрасный вокалист, организатор концертов, но еще и замечательный повар. Спасибо. Повезло твоей семье. Ну и в конце в нашей программе еще раз прошу тебя исполнить что-то для наших зрителей. Очередной музыкальный подарок от Альбины Кармышевой. Руслан, я, кстати, являюсь одним из организаторов татарских концертов в Саранске, татарских концертов в Саранске, в Республике Мордовия. И периодически устраиваю эти концерты, они проходят с большими аншлагами, за что громадное спасибо моим родителям за организацию, моим землякам, моим подругам, которые помогают в организации этих концертов. Ну и, конечно же, творческие планы. Я собираюсь с концертами 14 октября, Алла Верса, этого года приедет Айдар Галимов. Ему настолько понравился, он не был 7 лет в Саранске, и тот концерт прошел очень феерично, он остался в восторге и изъявил желание вернуться, совершенно верно. Ну и 4 ноября, по традиции, я всегда в свой день рождения делаю творческий вечер, небольшой камерный творческий вечер для самых близких. Приходите, друзья, будет интересно. Туған якқа юл татамын, туған як, ең güzel ғазиз якқа, туған як, жер желеклері пішкен шақ, туған як, ашығам қойынлыққа, туған як, талпына көңіл, талпына ашқына. Як суына түзгені, қойынлықта желек пішкен, тез үріліп ізгіні. Қойынлықта желек пішкен, тез үріліп ізгіні. Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». С нами, как всегда, очень вкусно и, конечно же, очень интересно. Альбина Кармышева и я, Руслан Шарабудинов, говорим вам «Сау болыңыз, достар». Увидимся на следующей неделе. Пока.